Здравствуйте, на ТУВА-24 интервью дня. Меня зовут Константин Куцвалов, и сегодня поговорим о пожарах. Согласно статистике, в Туве в год случается примерно 1200-1300 бытовых пожаров. Но за 5 месяцев года нынешнего уже произошло 800 возгораний. И это обсудим с Артышем Хавылыгом, заместителем начальника службы пожаротушения. Артыш Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Получается, что цифра к концу года будет больше, да, чем в прошлом году? Ну да, получается, вот за полгода у нас уже 800 пожаров. Ага. С чем связываете увеличение? Ну, тут тоже погодные условия тоже очень влияют, поэтому в этом году у нас дождей очень мало было. И в связи с этим у нас сухая трава, например, вот в жилом секторе тоже очень много получается. И последствия вот является много пожаров. Основные причины пожаров, из-за чего происходит возгорание? Основные причины у нас пожарами являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, электропереборов у нас. И плюс еще там детские шалости, там вот такие. Если доказано, что по вине человека пожар состоялся, и, например, пострадали, может быть, соседские какие-то постройки, то он будет нести ответственность? Да, если виновный человек, виновный установлен при пожаре, да, у нас, соответственно, дознаватель или инспектора работает после пожара, там уже в течение 3 и 7 дней они уже выносят там постановление, протокол рассматривают. Ну вот получается, пожаров много, а сколько пожарных в регионе у нас? У нас по всей республике, именно вот кто занимается пожарами, да, вот в районах, там по всей республике у нас больше 700 человек, это причитается примерно. Бывает ли какая-то, может, нехватка в специалистах? Ну да, бывает у нас, когда вот крупные пожары, да, например, там надо будет вовремя среагировать, выехать, там силы, средства иногда бывает. Одновременно тоже бывает там пожары в разных сумонах, там, например, да, и придется уже соседние районы вызывать там на помощь. Они должны приехать, они, как слаженно уже работают, поэтому стараемся как-то вот быстро потушить и среагировать. Ага. Известно, что у вас есть нормативы, вот за сколько должны среагировать пожарный, вот пожарный расчет, за сколько он должен собраться, выехать до места, где пожар? Да, у нас пожарный расчет должно выехать до 10 минут, должно приехать, где именно вот свой подрайон, где отвечает пожарный часть, каждый пожарный часть должна. А за пределами уже там чем быстрее, тем лучше. Стараемся быстрее приехать и среагировать, потушить. А амуницию за сколько должен на себя надеть пожарный? Пожарный, вот пожарная машина, например, да, выезжает там, а если горящий дом уходить, там пожарный должен включиться аппарат пожарный, вот газодомозащитник аппарата, и одевает в составе звено, и они должны зайти, и плюс там лом, пожарный рукав, ствол, все это берется и вперед. Тушите водой или пеной, или и тем, и другим? И когда как, вот с водой и пеной тушим, смотря какой пожар. Резервуары, да, вот где заправки, там вот эти там пеной надо тушить, или где-то надо прикрыть, где-то воздуха не должно быть, если там пену использовать, оно очень помогает. Не секрет, что некоторые граждане сетуют на то, что пожарные машины якобы приезжают без воды. Что вы можете сказать? В народе так говорят. И на самом деле у нас пожарный расчет каждый день, каждое утро, вот когда при смене они проверяются и принимаются все это, и это тоже отслеживается. И когда у нас пожарный автомобиль выезжает на пожар, вот, например, первое, второе отделение, вот, когда уезжает, там у нас в машине 2,5 тонны воды, да, в первой машине, там вторая машина, там 3-4 тонны. И, соответственно, на пожар переезжает, они же, надо быстро среагировать, поэтому один ствол, то есть подается, и 2 ствола подается. Вот, например, где
2,5 тонны воды, там получается, если один ствол подается, там примерно 9-10 минут уходит. А если два, ну, соответственно, уже половина, да. Поэтому быстро вода кончается, поэтому некоторые граждане вот так думают, и мы, когда вода заканчивается, и быстренько заправляться, одна машина заправляться едет, а второй уже тушит. И своевременно, да, если не смена, вот когда заканчивается, автоматически на заправку отправляют, а второй же работает. Посменно, и бывает, третья машина там выезжает, отправляет. От сложности пожара работаем тоже. Вот бывают безводные районы и водные районы. Это что значит? У нас в республике, вот, например, да, 150 населенных пунктов, из них 90 населенных пунктов считаются безводными. Это воды негде брать, поэтому далеко ехать, и нам получается, тяжело и трудно получается потом тушить. И когда уже в водном районе, там уже быстрее, и когда уже заправляться ближе, поэтому нам быстрее тушить пожары. В каких районах чаще случаются пожары? Пожары в основном у нас вот где по населению, да, по количеству населения получается, и по площади, где, соответственно, много населения, там и больше пожаров. Расскажите, пожалуйста, о классификации пожаров. Какие бывают типы возгораний? Типы пожаров, вот степные пожары бывают, да, у нас там в жилом секторе, там жилые дома или там торговые дома, да, вот, или где детские дома, садики, там, по-разному, да, поэтому класс пожара уезжает вот так вот. А вот бывает первый, пожару второй класс, третий, четвертый, как вы делите? Ранг пожара считается у нас там, первый ранг уезжает машина, там нет количество машин или там поднимает там тоже личный состав, чтобы помогли тоже, вот, когда крупные пожары, кроме дежурных смен тоже выезжает там, чтобы помочь, выезжает. А какой класс у самого сложного пожара, большого? Большого, от ранга пожара зависит, там уже, если там квадратура больше, да, например, там, уже вот считается. На крупные пожары, вот на большие пожары, сколько у вас выезжает пожарных машин, людей? Например, вот в городе Кызыле, да, если крупный пожар, то у нас выезжает там первое отделение, первая часть, да, вторая пожарно-спасательная часть, там, и 22-я, вот все части выезжают, они там при этом оставляют тоже на свой подрайон, тоже машину оставляют, остальные силы, средства, и отправляются на крупный пожар. Есть такой термин «обратная тяга». Даже такой фильм был, по-моему, в 90-х или 80-х. Что это такое? Насколько это опасно? Это опасно. Это обратная тяга, это когда пожар внутри помещения, там, когда, например, горит, да, пожар, и резко нельзя вот открывать дверь. Это пожарный уже знает, там, как работать, поэтому уже надо подготовиться и пониже садиться, чтобы она обратная тяга уходила вот так вот. Бывали случаи, когда сталкивались с этим? Да, вот пожары у нас, наши сотрудники тоже много раз сталкиваются с этим, поэтому они уже для этого проводятся занятия и практика идет, поэтому с каждым разом профессия тоже. А какова технология? Какая технология тушения пожаров? То есть как действуют пожарные расчеты по прибытии на место? Пожарный расчет вот приезжает на пожар, например, и тоже учитывается вот, сложность пожара, и поэтому там дается ствол Б, ствол А, например, да, вот, и там зависит от расхода давления, и можно с пенной атакой, да, можно тушить, поэтому зависит от руководителя пожара, когда приезжает, там, учитывает все это и начинает там работать, смотря с чем. Вот, ствол Б, ствол А, например, да. Часто ли страдают пожарные на пожаре? Бывает, мы стараемся тоже вот работать, соблюдать технику безопасности, да, и при этом должны умело и правильно работать, вот тогда не должно быть. В этом году кто-нибудь пострадал? Не, в этом году
пока нет. Нет, да? Такого. Мгм. А как часто у вас учения проходят? Вот как раз, чтобы не страдали пожарные. Учения мы проводим часто вот по плану и бывает внеплановые, да, например, там по плану выезжаем различные объекты, школы, садики, там заправки или там торговые дома, где сложные, да. Туда выезжаем по плану и тоже все части или там караулами бывает, разные учения выезжаем. Если неравнодушные граждане увидели пожар, увидели, что пожарные тушат, может быть, не справляются, людей мало, да? Если они захотят помочь, вы их допускаете или это запрещено? Нет, это запрещено правилами техники безопасности, поэтому мы сами стараемся. Ну, бывает, конечно, вот, например, хозяева, да, то тоже бегают, там, суетятся, и тоже бывает, ну, Ну, лучше, на месте, да. лучше профессионалам. Да, лучше, потому что там боевку же мы одеваем, там, каски, для этого могут там опасно, могут что-то упасть, там, пожар тоже, температура же там, поэтому... Если человек оказался в доме, где пожар, что ему делать нужно? Как ему действовать, чтобы не пострадать и выбраться целым? Выбраться целым надо пути эвакуации в первую очередь должны знать, откуда, что, если там нет вообще выхода, да, уходить, там, если сообщили про пожар, надо давать признаки, там, о помощи звать, например, да, и на крайний случай хотя бы там, если есть там вода, укрыться чем-то, там, одеялой, там, что вот так помочь себе надо. И ждать помощи. Да, ждать помощи. Ну и напоследок давайте напомним телезрителям об основных правилах пожарной безопасности. Что нужно человеку помнить, что нужно человеку знать в первую очередь, чтобы не допустить возгорания своего собственного дома. А самое главное, соблюдать вот элементарные правила пожарной безопасности. Там, например, отопительный сезон, надо отопительные печи или котлы надо очистить, убираться вот эти от мусора. Там. Если сухая трава, вот, например, да, начинается там у нас апрель-май месяц, тоже надо будет мусор, все это трава вокруг своего территории очищать там, и использовать там электронагревательные приборы, тоже исправное все состояние должно быть. И ничего не оставлять дома там включенным. А также там пища на плите тоже бывает, например, да, тоже от него тоже начинается, бывает. Поэтому вот элементарные правила пожарной безопасности надо соблюдать все. Артуш Алексеевич, спасибо вам большое за интервью. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о пожарах. С начала этого года в Туве уже случилось 800 случаев, когда как в год в среднем фиксируют 1200-1300 таких происшествий. Меня зовут Константин Куцвалов. До встречи в эфире.